Здравствуйте, вы смотрите «Вечерние новости». Это прямой эфир, в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. В ВЭФ-2021 Якутия продолжает работу на Восточном экономическом форуме. Какие подписаны сегодня соглашения? Нацпроект образования в микрорайоне Прометей продолжается строительство самой большой школы в Якутии. Чемпионат России по боксу. Якутянин Василий Егоров вышел в финал. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть различные варианты увеличения объемов вывоза угля с Эльгинского месторождения, расположенного в Нерюнгринском районе. По словам президента, можно было бы увеличить объем вывоза за счет лучшего диспетчирования ЖД перевозок, а также за счет привлечения более современной локомотивной тяги. Путин также предложил подумать над источниками финансирования строительства железной дороги к Охотскому морю. Глава Республики Айсен Николаев и руководитель Россотрудничества подписали соглашение о взаимодействии. Соглашение направлено на укрепление позитивного имиджа республики как субъекта России за рубежом, а также на развитие международных, гуманитарных, научно-технических, культурных и деловых связей. Одним из основных направлений сотрудничества станет совместная работа в популяризации русского и якутского языков за рубежом, а также налаживание контактов с органами зарубежных стран с целью сохранения культуры и языков коренных народов Арктики. Это прежде всего мероприятие направлено на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, на те мероприятия, которые направлены на развитие русского, якутского языков, ну, конечно же, молодежные обмены, которые у нас происходят по линии гуманитарного и межкультурного обмена со странами СНГ прежде всего. Ну и в целом наметили дальнейшие планы для того, чтобы пропагандировать в целом и у нас в стране, и за рубежом нашу культуру, историю и традиции якутского народа. Министр инноваций Якутии Анатолий Семенов и президент акционерного общества «Элемент» Илья Иванцов подписали соглашение о сотрудничестве в части развития прорывных технологий на территории республики. Компания «Элемент», базирующаяся в Москве, лидер отрасли микроэлектроники в России по объемам продаж. Их продукция будет использована при реализации проекта по введению в эксплуатацию датабазы в Якутске. Группа компании «Элемент», они входят в группу компании «Ростех», то есть они занимаются микроэлектроникой. И вот если мы говорим про цифровизацию, вот вы знаете, что мы в Якутске будем реализовывать дата-центр, то вот все проекты, которые связаны с микрочипированием, там, ГЛОНАСС и прочее, это все мы должны до 2024 года не только внедрять, но делать импортозамещенным. Именно отечественной разработкой. И вот ГК «Элемент» один из немногих, ну, можно сказать, практически их там всего 2 предприятия таких в стране, которые вот делают микроэлектронику. Поэтому мы с ними договорились несколько пилотных проектов в Якутии внедрить. То есть мы сейчас ищем партнера. И, соответственно, вот решение ГК «Элемент» будем внедрять в Якутии. Это позволит нам, ну, создать инфраструктуру. Также на форуме на площадке Министерства спорта состоялась презентация заявки 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» Владивосток-2022. Министр спорта России Олег Матыцин озвучил, что федеральное министерство всесторонне поддерживает игры и рассказал, какое влияние они оказывают на подрастающее поколение. Руководство региона и города Владивостока выразили уверенность и готовность подготовить, провести игры на достойном уровне. Со своей стороны президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов поблагодарил ОКР и Минспорт России за всестороннюю поддержку и сказал, что комитет ожидает итоговую заявку Приморского края и готов ее рассмотреть с положительной стороны. К другим темам. По состоянию на 3 сентября на территории Амгинского улуса ликвидированы все лесные пожары. Накануне на территории села Нотара в верховьях Руча на Лымчах ликвидировали последний лесной пожар в улусе. Этот пожар перешел на территорию района с территории Усть-Майского улуса. На тушение лесного пожара были мобилизованы 28 человек с разных ведомств. Ежедневно проводится мониторинг и авиапатрулирование территории района.
За весь сезон, пожароопасный сезон, зарегистрировано 15 пожаров. Из них 3 пожара в наземной зоне, 3 пожара в авиационной зоне возникали и 9 пожаров в зоне АЗК. АЗК это, если пояснить, зона контроля, которые отдаленные места от населенных пунктов и труднодоступные места находятся. Они закрыты все и ликвидированы. Личный состав пока в данное время парашютисты находятся в Усмайском районе по оказыванию помощи для тушения лесных пожаров. 11 тысяч жителей Хангаласского улуса прошли вакцинацию от COVID-19. Это 73% от назначенного плана. Всего вакцинацию в районе должны пройти 15 292 человека от числа взрослого населения. Стопроцентный план по вакцинации в районе выполнили в селах Чкалов, Патачу, Красный Ручей, а также в Тумульском наследии. Низкие показатели у Мальжагарского, Первого, Техтюрского, Актемского, Бестяхского наслегов. 78 человек прошли ревакцинацию спутником Лайт, из них 22 человека – это работники здравоохранения, остальные – социальные работники. В нашем улусе поступили вакцины «Спутник Лайт». У нас в остатке 2653 дозы и Гам-Ковид-Вак 356 доз. Они распределены по всем наслегам. Население может подходить и получать эти вакцины по желанию. Работают все прививочные пункты с понедельника по субботу. Болезни Альцгеймера, Паркинсона, Генсингтона и Пика термином нейродегенерация определяется большая группа заболеваний, для которых характерна постепенно нарастающая атрофия отделов головного мозга. Основные факторы риска, связанные с появлением и омоложением этих заболеваний, генетика и экология. Однако междисциплинарный подход позволяет расширить знания в этой сфере медицины, точно выявить причины и назначить эффективное лечение. В Якутске проходит научно-практическая конференция среди рентгенологов и неврологов, которая поможет улучшить качество оказания медпомощи населению и повысить квалификацию врачей. А обмен опытом даст возможность улучшить диагностику деградации отделов мозга, более того, позволит прогнозировать изменения в нервной системе человека. Речь сегодня шла о нейродегенеративных заболеваниях. Это проблем нашего времени. Мы стареем, мы живем дольше. Это связано с риском развития болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других форм патологии, которые раньше мы не знали, может быть, в таком количестве. И это удивительным образом сталкивается и пересекается с проблемой коронавирусной инфекции и ее неврологических последствий. И вот адекватная и своевременная диагностика этих заболеваний, подходы к ранней, своевременной, в идеале доклинической терапии, разумное взаимодействие неврологов и специалистов лучевой диагностики для того, чтобы ставить одинаковые диагнозы и делать это по одним и тем же стандартам. Это очень важно. В Удачном Мирнинского района 8 домов войдут в новую программу переселения. Речь о строениях, которые признали аварийными на 1 января текущего года. В ближайшие несколько лет новые квартиры получат жители 96 квартир. Большинство аварийных домов из списка в Удачном расположены по улице Мира, а также под снос пойдут здания по адресу Монтажников 8 и 50 лет ЯССР. Если считать в целом по Мирнинскому району, это 188 домов. Конечно, это и маленькие дома, это двухэтажные, 12-квартирные, 24-квартирные дома. Это очень большое подспорье, да, и, наверное, вот для многих жителей Мирнинского района это будет такая радостная и долгожданная новость. В Якутске в микрорайоне Прометей продолжается строительство самой большой школы в республике. Это в рамках национального проекта образования. Объект трехэтажный, каменный, на 990 мест. Здание будет состоять из нескольких блоков, которые будут соединяться между собой атриумом. Также проектом предусмотрено несколько актовых спортивных залов, столовая на 500 посадочных мест и помещения для отдыха. Добавим, что Министерство просвещения России приняло решение о строительстве 6 новых объектов образования. Таким образом, в ближайшие 3 года на территории Якутска планируется создать более 6000 новых мест в школах.
глава республики и наш партнер республики приняли решение о создании точки будущего по Намскому тракту, и еще принято решение о строительстве новой школы на территории городского округа Житай на 360 мест. Таким образом, мы уже сегодня имеем решение уже на создание более 7 тысяч мест школьных на территории уже города Якутска и городского округа Якутск. 300 саженцев сосны посажены на месте карьера по 44-му километру Вилюйского тракта в Якутске. Работники Сахатранснефтегаза присоединились таким образом ко всероссийской акции «Сохраним лес». Мероприятие приурочили к празднованию предстоящего Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Выкопка саженцев произведена на линии магистрального газопровода на пересечении 26-го километра Вилюйского тракта. В акции по восстановлению леса приняли участие сотрудники газораспределительных сетей, управления магистральных газопроводов и дирекция Сахатранснефтегаза. В рамках этой акции мы должны выкопать здесь на охранной зоне газопровода саженцы, количество 300 штук. И будем произвести высадку на карьере 44-го километра Вилюйского тракта. Там место указано якутским лесничеством. Они нам указали место, чтобы мы провели вот это озеленение, восстановление леса. Якутянин Василий Егоров вышел в финальный этап чемпионата России по боксу, который проходит в Кемерово. Капитан команды, заслуженный мастер спорта, одолел бурятского спортсмена Баира Батлаева в весе 51 килограмм. В финале наш спортсмен встретится с Ахтемом Закировым из Крыма. В Москве состоялся благотворительный показ кинокартины якутского кинорежиссера Дмитрия Давыдова «Пугало». Организатором мероприятия выступили журнал «Искусство кино» при поддержке прокатной компании «Профвзгляд». Вырученные средства будут переданы в общественный добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами. Организаторы сообщили, что многие зрители предпочли выкупить билеты в качестве пожертвования в помощь Якутии. Благотворительность – это как бы акт сопричастия одной истории с другой. В нашем случае фильма и зрителя. Потому что кино – это общественная культура. Для нас этот показ не способ показать просто фильм, а чтобы мы после сеанса собрались, обсудили, что мы об этом думаем, как мы связываем одни вещи с другими и обсуждаем общую тревогу за природу Якутии, которая является природой целой нашей страны и планеты. Таковы новости к этому часу. Корреспонденты службы новостей следят за развитием событий ежедневно. Ну а мы с вами увидимся в программе «Итоги дня» на телеканале Якутия-24 в 20:00.